Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем на телеканале АТВ обсуждать тему избрания председателя Народного собрания Гагаузии. В эфире передача «Точка зрения». В студии работает Елизавета Ротарь. И гости сегодняшней нашей программы – депутаты 5-го созыва Народного собрания Гагаузии. Бургуджи Иван Георгиевич, депутат 25-го округа села Кирьятлунга. Здравствуйте. Здравствуйте. Кыса Владимир Михайлович, депутат 15-го округа поселка Буджак. Здравствуйте. Здравствуйте. И Тарнавский Александр Григорьевич, депутат 3-го округа города Камрат. Я приветствую вас в нашей студии и поздравляю вас. Вы у нас уже депутаты 5-го созыва. Спасибо. Спасибо. Итак, тема нашей беседы сегодня – первое учредительное собрание, которое было 30 октября и которое так и не закрылось. Начиналось все красиво, приехали высокопоставленные гости на открытие учредительного собрания. Вот скажите, на ваш взгляд, с чем связано, что вот такие вот высокопоставленные гости приехали на первое учредительное собрание? Ну, я вам скажу, что вообще-то регламент не дает права Башкану приглашать, каких бы высокопоставленных гостей бы не было, приглашать, участвовать в работе вечернего заседания. Это регламент не дает ему права, но и не запрещает. Он просто сейчас нет четкого запрета. Но логика подсказывает, что нельзя этого делать, потому что в законе четко написано, что Башкан только созывает первое учредительное. Ему дано право созвать только. Организация работы не идет, Башкан не может это делать. Только он созывает и начинает вести уже старший по возрасту депутат. И вот даже прошедший этот промежуток, который у нас начался, показал, сколь несовершенный регламент наш, который сейчас выработали депутаты 3-го созыва, потому что 4-го созыва депутаты выработали свой проект, хотели принять, но так уж получилось, что он так и остался проектом, и не приняли. Есть 4-го созыва депутат Владимир Михайлович, если он может это подтвердить. Поэтому получилось так, как получилось, и начали такую работу. Коль пришли, красиво, никто не возмутился, мы послушали их, и это было хорошо, пожелали нам доброго пути. И я очень хотел бы подчеркнуть, что пришедшие гости, спикер парламента Молдовы, господин Лупо, премьер-министр Республики Молдова, господин Филат, и представитель президента, господин Стурза, поступили очень корректно. Они пожелали всего хорошего, уехали. А вот депутаты парламента Республики Молдова, скажем так, гагаузской национальности, которые присутствовали на заседании нашего парламента первого учредительного заседания, вели себя вообще недостойно. Мы сидим за столом, они дают чуть ли не напрямую некоторым депутатам указания: делайте вот так, делайте так. Это вообще некрасиво, не красить их. И я думаю, что когда мы будем продолжать следующее заседание, то надо будет, во всяком случае, с моей стороны последует такое предложение, не знаю, как коллеги согласятся или нет, чтобы все эти гости, так называемые, с парламента Республики Молдова, пусть идут в парламенте, работают на благо нашего общего государства, общества нашего, а мы будем продолжать работать. То же самое члены исполкома, пусть освободят помещение, пусть они столько средств массовой информации, потому что члены исполкома тоже вместо того, чтобы работать, протирают штаны, у нас сидят там тоже, кому-то даются указания, то что-то, кому-то зыркают, так нельзя. То есть вы считаете, что это больше мешает работе? Это не то, что я считаю, это морально-психологическое давление и воздействие на некоторых депутатов. На меня, допустим, невозможно воздействовать, но на некоторых коллег, которые сейчас избраны впервые, особенно, это чувствуется, как они давят, даже и видно, иногда смотришь. Я даже вот на Петра Петровича Влаха сказал, что ты давишь на депутата, что замечание сделать, это нехорошо. Я думаю, что так оно и предложим, как депутаты согласятся с этим или не согласятся, это, коллеги, это уже видно будет. Но факт остается фактом, что вот это мешает работе. И если бы у нас не были
те же депутаты не сидели в парламенте Республики Молдова, члены исполкома. Я думаю, что сценарий прохождения или избрания руководства Народного собрания, которое у нас началось 30-го, могло бы пойти по-другому. Потому что я вообще поражаюсь некоторым нашим коллегам, только подписали присягу. Еще чернила, говорят, как говорится, не высохли. Что мы будем все делать на благо нашего народа, на благо нашего общества и так далее, по закону, соблюдать законы, все. И тут же мы, и начиная с ведущего нашего, и остальных депутатов, тут же мы начинаем нарушать закон. Ведь в законе четко прописано, что депутат обязан участвовать в работе сессии. Он не имеет права. Если в молдавском парламенте это не прописано, там четко в нашем законе прописано, что депутат обязан участвовать в работе. Он не имеет права, как сейчас наш коллега, депутат Гагаус Федор Никодимович говорит, мы с коммунистами не успели договориться, и поэтому мы не пошли на заседание, приняли решение не пойти, не участвовать. Депутат не имеет права этого делать. Тем более только подписали присягу, клятву подписали. Дали клятву перед всеми народом, потому что транслировалось практически на весь мир это. По интернету смотрели, все интернет-сообщество смотрело это. Ну, просто неприятно это. Но мы вернемся еще к обсуждению именно работы депутатов. Я бы хотела узнать и мнение Владимира Михайловича, то, что высокопоставленные гости приехали на учредительное собрание. Как это на вас повлияло, как на депутата? На меня абсолютно никак это не повлияло. Как бы я независимый депутат, поддерживаешь команде. Но на меня, например, депутаты парламента никак не повлияли. Мне абсолютно не мешают как гости. Ну, конечно, на каких-то депутатов они влияли. Со стороны видно было, не буду, как говорится, называть фамилии, кто конкретно влиял, но оно чувствовалось. И сегодня, если говорить, что да, вот Федор Никодимович сказал, что регламент немножко несовершенствен, не прописано то, не прописано это. Я скажу, что будучи депутатом 4-го созыва, мы готовили новый регламент. В лице руководителя Анны Харлампиевны я лично ездил в Кишинев, в парламент на заключение, мы давали регламент, как бы это все было скоординировано, мы работали не 1 год над этим регламентом. Но по непонятным причинам этот регламент никогда не проходил президиум. Элементарно, всем известно, что президиум вопрос не проходит, он не идет до обсуждения. Кто препятствовал этому, как говорится, я уверен, что 5-й созыв этот регламент доработает и примет. Хотя все заключения, всех комиссий, заключения парламента есть, юридической комиссии, есть регламент, есть новый, где прописаны и процедуры, где все абсолютно прописано. Но почему мы его не приняли, как говорится, остается загадкой. Кто препятствовал этому, я не хочу сегодня кого-то обвинять, что кто-то препятствовал этому, но результат налицо, сегодня регламент не принят новый. И мы действуем по старому регламенту. Если сказать, что, на мой взгляд, выборы немножко прошли неправильно, выборы председателя, я лично уверен, что бюллетень украден был победным. Но мы поговорим об этом тоже чуть попозже. Да, сейчас послушаем мнение Александра Григорьевича на этот счет, что приехали все-таки поприветствовали вас высокопоставленные лица Республики Молдова. Я действительно первый раз баллотировался, первый раз стал депутатом Народного собрания. Мне, например, приезд первых 2 из 3 лет государства, да только президента не было, например, понравился. Мне показался это жест доброй воли, знак уважения Гагаузии со стороны центральных органов власти. Мне было приятно, тем более, что я обоих первый раз видел вживую. И как бы их присутствие, во-первых, придало торжественность церемонии, во-вторых, дисциплинировало депутатов. К сожалению, их отъезд потом немножко расслабил депутатов. Я даже думаю, если бы они остались до конца, то, наверное, мы бы очень быстро выбрали председателя Народного собрания, их заместителей. Даже я как бы назначил встречу с людьми, в 11 часов начал заседание, в 2 часа мы должны были встретиться с людьми. Я думал, до 2 часов, честно говоря, все закончится, но, видимо, как бы наивен был в этом вопросе. Еще 4 года впереди, научитесь в работе депутата. Да. Вот скажите мне, пожалуйста, то, что у нас будут выдвинуты 3 кандидатуры, да, это... Извините, пожалуйста, на первый тур. были выдвинуты. Уже, да. Нет, об этом говорилось очень много, и мы знали об этом, все знали, что понял. будут 3 кандидатуры. Они выдвинуты, были 3, но уже остались 2.
2 кандидата остались. Дойдем мы и до 2. Ну, хорошо, остались 2. Вот то, что останутся во второй тур, то, что пройдет 2 тура, и останутся Гагаус и Дмитрий Константинович, вот вы, как депутаты, предполагали вот такой исход, или это было как-то неожиданно для всех? Или вы думали, с одного тура все пройдет? Вот вы, как депутаты, как вы предполагали, как пройдут эти выборы? Я лично был готов к любому сценарию развития событий. Я лично думал, что может быть, особенно вот вечер и утро, 29-го вечером, 30-го утром, я, в принципе, ожидал, что может быть и второй тур. Если, допустим, до пятницы я считал, что мы с первого тура закончим избрание руководства первого лица спикера парламента, то уже 30 числа я думал, что в любом случае во втором туре мы проведем тур выборов и закончим. Потому что я ожидал все-таки, что коллеги будут не так грубо и нагло нарушать закон, который, тем более, что мы только выборы прошли. Мы перед своими избирателями говорили, что мы будем соблюдать законы. Мы говорили о том, что у нас не соблюдаются законы. Мы говорили о том, что мы должны вернуться в правовое поле. И вот только мы опять начинаем. Я не ожидал этого, честно говоря, что мы так нагло будем нарушать. Да, регламент несовершенен, но в регламенте также не прописано, что мы не имеем права следующего по возрасту поставить, если будет так злоупотреблять ведущие, господин Чардар, будет злоупотреблять своими положениями, что он ведущий, старше по возрасту, в регламенте нет запрета, что следующий по возрасту не может быть. Тогда мы можем спокойно проголосовать, и следующий по возрасту старше будет дальше продолжать до избрания спикера парламента. Ведь у нас, мы вернемся опять к регламенту, вот коллега говорил, что мы примем, мы не сможем работать, дальше закончить первую сессию не сможем, пока не примем регламент Народного собрания, новый, не утвердим. Почему? Потому что часть 1 статьи 10 Закона об особом правовом статусе предписывает, что на первом учредительном заседании депутаты Народного собрания избирают председателя, заместителей, президиум и утверждает регламент работы. Мало того, если не надо только это смотреть, посмотрите закон о правительстве, об исполнительном комитете. На первом заседании Народного собрания Народное собрание принимает отставку исполкома. Мы и это можем сделать только тогда, когда примем регламент Народного собрания. Поэтому мы первую сессию нашу учредительную сможем закрыть только тогда, когда утвердим регламент и примем отставку исполнительного комитета. До избрания руководителей, президиума и утверждения регламента и отставку исполкома нельзя будет принять. Поэтому у нас море работы впереди. Я очень надеюсь, что мы 5 числа, в понедельник, плодотворно начнем работать и быстро до обеда изберем спикера, потом заместителей, президиум, и дальше новое руководство, новый ведущий будет, председатель Народного собрания, который нам скажет, что или президиуму поручит Народное собрание, или новую комиссию образует какую-то, чтобы мы проработали этот регламент, который есть проект, не надо изобретать велосипед, проект есть, вот коллега уже говорил, что уже даже есть заключение парламента Республики Молдова по этому поводу. Юридической комиссии парламента Республики Молдова. Поэтому наши все депутаты, коллеги, должны будут просто-напросто изучить его. Естественно, все 100% они могут и не принять его. Можно что-то там, с чем-то поспорить, что-то там, но принять его и дальше работать. То есть это было для вас неожиданностью, для вас, наверное, еще больше неожиданностью, да, Александр Григорьевич? Что, кандидата? Нет, то, что вот будет срыв этого народного собрания. Честно говоря, не готовы были абсолютно. к тому, что вот до вечера будете выбирать председателя и не выберете. Я скажу, что, например, для меня было, как я уже депутат 4-5 созыва, и мне не понравилось, что председательствующий
он уже депутат не одного созыва, самый старейший депутат, что берем перерыв на 30 минут, и 30 минут продлевается в 3 часа. Как бы, я все понимаю, мы все люди, и мы все как бы друг друга знаем, и понятно, что сегодня председатель, он склоняется к одной команде, мы склоняемся к другой команде, есть 3 группы, есть, ну это все знают, не надо это скрывать, как говорится. Но сегодня